Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Уважаемые друзья, я хотел показать вам, мы сегодня с штаба с Хасавюрта приехали Адиль-Атар, одно из самых сильно пострадавших селений, одно из самых сильных. И начать свой видеообзор я хотел здесь селение Адиль-Атар, где дом имама, который ничего от всего отказывается. Если имам с большой семьей живет в этом доме, то что говорить? И самую плачевную ситуацию я хочу вам показать сейчас. Итак, друзья, это дом местного имама. Вы видите уровень воды. Вода до сих пор не ушла. Дом не подлежит восстановлению. Огороды, села, сельские огороды. Посмотрите, в какой ситуации здесь. Вот такая ситуация на сегодняшний день. И это только одна сторона. Я хотел, когда ехал сюда, Адиль-Атар, до Тутлара еще не доехали, я увидел местный водоем. Я спросил у того человека, который провозил, я говорю, можно ли узнать в этом водоеме, что за водоем, это озеро, отсюда ли вода вышла. Но чтобы вы понимали, это не водоем, это вода, которая поднялась и до сих пор не ушла. И люди, которые живут посреди этого водоема до сих пор, посмотрите. Всем ли видно? Посмотрите. Какой уровень воды был. Посмотрите. И теперь посмотрите на это Адиль-Атарское море. Всем видно? Там вплоть до волн. Посмотрите. Вот здесь за домом. Видно всем? Примерно метр воды. До сих пор машина. Ее невозможно оттуда вывести. Кресло домашнее, которое выплыло. Всем видно? Вот в таком плачевной ситуация сегодня в Адиль-Атаре. Здесь проживает 99% фактически все чеченцы Хасавюртовского района. Посмотрите. Плачевная ли здесь ситуация? Насколько здесь трудно людям? Всем видно. Грязь, слизь. Вот эти машины все это те, кто, ребята, которые пришли помогать, добровольцы. Переживающие, сопереживающие. И каждый человек должен понимать, мы многие говорим о том, что нужно раскачать. Мы должны раскачать все блогеры, особенно чеченские блогеры, без разницы мужского или женского пола, мы должны рассказать об этой трагедии, которая произошла здесь, и которой люди нуждаются в помощи. Они об этом не просили. Как вы знаете, сам имам говорил, что мы ни у кого ничего не просим. Но показать всю трагедию, трагичную картину я хочу вам. И посмотрите еще раз. Посмотрите. Дом имама селения Адиль-Атар. Большая семья, 6-7 детей. Посмотрите. Это до сих пор. Здесь даже работать невозможно. Высота воды до почти что под окна 1,5-2 метра. Итак, мы продолжаем дальше.